Добрый день всем участникам. Если вы меня слышите, прошу поставить плюсики, и мы дальше с вами продолжим наш семинар. Мгм. Спасибо. Итак, уважаемые коллеги, сегодня мы с вами поговорим о социокультурной интеграции детей с нарушением слуха. Любая интеграция ребенка заключается в том, чтобы можно было ребенка социализировать в общество, чтобы ребенок был равноправным членом нашего общества. Любой ребенок, нормативный ребенок с ОВЗ, ребенок с какими-либо нарушениями. Сегодня, поскольку мы ведем семинар в рамках серии онлайн-вебинаров о жизни глухих и слабослышащих, поэтому мы поговорим сегодня о детях с нарушением слуха, о том, каким образом происходит социокультурная интеграция таких детей в условиях нашей республики и какие результаты уже на сегодняшний день у нас есть, на что мы можем обратить внимание и порадоваться за наших детей. Безусловно, что в первую очередь нужно обратить внимание на то, что детки с нарушением слуха, глухие детки, поздно оглохшие детки в основном обучаются у нас в специализированной коррекционной школе-интернате номер 4, которая находится у нас здесь, в городе Сыктывкаре, где работают прекрасные высококвалифицированные специалисты, которые помогают детям социализироваться в обществе. Они учат их не только обычным, стандартным математике, предметам, это математика, география и так далее и тому подобное, но они учат детей общаться не только друг с другом, но и с окружающим миром, общаться с теми людьми, которые имеют слух, общаться между собой, общаться не только внутри школы, на уровне города, на уровне республики. То есть быть социализированными в общество, в государство. Через что в основном происходит это действие? Но в первую очередь, безусловно, через язык жестов. Понятно, что не все могут себе позволить сейчас кохлеарный имплант, но и даже после кохлеарной имплантации очень многие дети общаются между собой и дома на жестовом языке. Этот язык, безусловно, для них является привычным, нормативным, поэтому, естественно, это является такой большей частью их жизни. И поскольку такие дети общаются на жестовом языке, то для них, естественно, интересным и более интегративным средством для социокультурной интеграции в общество является жестовое пение. То есть то, через что дети могут себя выражать, каких-то достичь высот, перейти в полноценное нормативное общество и так далее. Жестовое пение достаточно интересно само по себе, и мы немножечко сейчас поговорим о нем. В специальной коррекционной школе-интернате педагоги не только обучают детей жестам, обучают детей общаться между собой, но у них много лет успешно реализуется программа по всестороннему развитию обучающихся. И самым любимым направлением у них является творчество. Это выражается у них в школьных концертах, в праздниках для всех. И все это происходит при безусловной поддержке руководства и педагогического состава этой школы. В школе давно уже работает коллектив «Радость», в котором ребята под руководством взрослых, опытных наставников обучаются и танцу, и владеют искусством жестового пения. Творческий коллектив создан уже давно. За это время многие участники коллектива становились и победителями, и лауреатами различных фестивалей,
конкурсов, мероприятий. Данный коллектив выезжает не только по республике, но и в соседние регионы по приглашению для выступления в различных мероприятиях, выступают в конкурсных мероприятиях на уровне России. Поэтому, конечно же, стоит говорить о том, что жестовое пение является и культурной, и социокультурной интеграцией детей. За годы существования коллектива жестовое пение является визитной карточкой не только самого коллектива, но и уже учреждения как такового, то есть школы-интерната номер 4. Главные задачи, конечно же, это эстетическое воспитание, преодоление коммуникативных барьеров, расширение кругозора, воспитание уверенности в себе. То есть то, чего чаще всего не хватает таким детям. И сегодня мы как раз-таки об этом и поговорим, посмотрим и увидим. В традиционной речи, конечно же, звуки сливаются в слова. В языке жестов каждый жест обозначает целое понятие, явление, действие или даже сложную жизненную ситуацию. И одним жестом порой можно передать содержание 20-минутного монолога слышащего человека. Поэтому очень важно научить ребенка в жесте, в пении передать все это. Что же вообще такое жестовое пение? Это перевод текста песни жестами. То есть жестовая речь – это полноценная речь. И поэтому передать песню с ее помощью, то есть с помощью жестов, вполне возможно, вполне реально. То есть все то, что мы сегодня с вами и увидим. Жест и жестовое пение помогает неслышащему человеку понять, о чем песня, каким смыслом она наполняется. Слышащему человеку помогает увидеть красоту пластики рук, тела, то есть выражение песни, донесение не только с точки зрения слухового восприятия. Жестовое пение – это все-таки особый вид творчества, с помощью которого глухие и слабослышащие смогут передать смысл, эмоции песни зрителям. В период перевоплощения, в период передачи песни они могут точно так же танцевать, читать стихи, но голосом это недоступно, и передается это все с жестами, мимикой, движением тела. Жестовое пение всегда дополняет музыкальное воспроизведение эмоциями. Жестовое пение – это специфический вид искусства, помогает детям эмоционально раскрепоститься, развивать свои творческие способности, снять языковой барьер. И, конечно же, это является прекрасным шансом для людей с нарушением слуха проявить себя в искусстве, социализироваться, выразить свое «я». Жестовое пение – это сплав актерского мастерства, хореографии и языка жестов. Все вместе, по совокупности, это дает возможность самовыражения и спасает от ощущения глухоты и замкнутости. То есть способствует развитию слухового восприятия, памяти, ритма, пластики. Дети с нарушением слуха под руководством замечательнейших педагогов при исполнении жестово-мимических композиций совершенствуют свои навыки общения, учатся передавать жестами, мимикой, какой-то позой, взглядом основные эмоции песни. Понимать это эмоциональное состояние, веселое оно, грустное, торжественное. А самое главное, дети учатся выражать жестами и мимикой само содержание песни, то есть доносить это до любого человека, который в этот момент находится рядом с ними, слышит и видит их.
Вот педагоги 4 школы — это прекрасные специалисты, которые помогают детям в этой вот необычной, в этой сложной системе разобраться. Потому что сами педагоги, а, показывая детям и обучая детей жестовому языку, жестовому пению, показывают тем самым, что в принципе жизнь-то не заканчивается, да, и не ограничивается какими-то определенными рамками. За счет того, что педагоги настолько творческие, настолько эмоционально открытые, они выступают на многих мероприятиях, в том числе, например, на межрегиональном фестивале русского жестового языка. Поэтому сегодня мы с вами посмотрим выступления и педагогов, которые учат детей, помогают им социализироваться, и к чему в итоге приходят эти дети. Сейчас мы с вами посмотрим вот этих замечательных педагогов, увидим, как они выражают, умеют выражать свое пение, каким образом они это выражают, и почему дети с большим энтузиазмом и творчеством подходят к тому, что они делают. Вот небольшой фрагмент. Вот такие творческие педагоги работают с детьми, и естественно, что социализация таких детей происходит гораздо быстрее, гораздо эффективнее и легче и проще. Такие дети выражают себя более эмоционально, более открыты становятся и, естественно, реализуются в жизни, в самостоятельной жизни так, как им хочется, не закрываясь и не теряясь. Многие воспитанники школы-интерната номер 4 поступают в различные учебные заведения, создают семьи. То есть эти дети действительно через творчество социализируются и выходят на высокие рубежи своей жизни. Сейчас мы с вами посмотрим небольшой фрагмент, что же в итоге от таких замечательных педагогов получают дети, то есть на что нацелена вот эта вся их программа, работа через жестовое пение. То есть вот эти дети, которые у них воспитываются, и бывшие воспитанники, они все объединены в одну большую творческую семью под названием «Радость», и выступают на различных площадках. Последний раз дети выступали и воспитанники, и бывшие воспитанники школы-интерната выступали на мероприятии, посвященном столетию Республики Коми. И вот давайте посмотрим, что из этого получилось.
Вот в такую красоту перевоплощаются и вырастают воспитанники школы номер 4. Конечно же, что важным компонентом песни, жестовой песни, является жест, выразительное движение рук, как вы уже заметили. Это служит одним из самых эмоциональных средств выражения. Мимика – это координированные движения мышц, которые показывают, да, и помогают в сочетании с выразительными жестами, пластическими движениями, через четкую артикуляцию передать содержание песни. Петь с помощью жестов под музыку чрезвычайно сложно. Но, как вы уже успели это заметить, это выглядит по-настоящему театрально и музыкально. Это настоящее искусство со своей энергетикой, со своей экспрессией. Адаптация песен, конечно же, очень сложное дело. Звука не слышно, но в голове само собой рождается какой-то звук. Ну, может быть, нечистый, не идеальный, и этому необходимо научить. Сама постановка жестовой песни – процесс очень трудоемкий, который занимает достаточно большое количество времени. Иногда это несколько недель. Очень важна гибкость рук, четкая артикуляция, жесты, пластичность движения. Это очень сложный и кропотливый процесс. Но, к сожалению, вот специфической профессии, да, педагога по жестовому пению не существует. И этим занимаются опытные, хорошо владеющие жестовым языком воспитатели, сурдопедагоги, педагоги дополнительного образования, педагоги-переводчики русского жестового языка. То есть все те, кто совмещает эту деятельность с другой. Люди, влюбленные в свою профессию и с огромной безграничной душой. Сравнивать педагога жестового пения с педагогом по вокалу
ну или учителем пения, наверное, будет не очень корректно. И вот если проводить какие-то параллели, то отчасти, наверное, это все же похоже на работу дирижера, ну или суфлера. И вот эти педагоги, безгранично любящие свою профессию, любящие детей, работают, как я уже говорила неоднократно, в нашей уникальной школе номер 4, специализированной для детей с нарушением слуха, для детей глухих, слабослышащих, и для детей с тяжелыми нарушениями речи, для которых жестовая речь становится альтернативной коммуникацией и возможностью общения и развития, и в том числе и интеграции в общество. Естественно, что такой трудоемкий процесс не проходит просто так. Как мы уже в самом начале говорили, что такие дети командой, ну и по отдельности выступают на различных мероприятиях, на различных конкурсах, общаются с такими же людьми на уровне федерации, ездят в соседние регионы по приглашению и в рамках фестивалей различных. И вот один из таких, как мы уже говорили, проходил здесь у нас в республике, который был посвящен 95-летию со дня образования общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих. В рамках фестиваля проходил концерт-конкурс как раз-таки жестового пения. И были несколько номинаций: ансамбль, дуэт, соло. Ребят награждали. Некоторые девочки уже достаточно состоявшиеся в своей жизни. Кто-то еще учится в школе-интернате, кто-то учится уже в учреждениях профессионального образования, получает профессию. Кто-то только-только закончил и уже учится в высших учебных заведениях. У кого-то уже есть семья, но до сих пор продолжают принимать участие в различных конкурсах данного направления. И последний раз, который вот проходил конкурс, на фестиваль вот этого пения были приглашены гости из Кирова, коллектив художественной самодеятельности. И они выступали уже на заключительном концерте. И вот сейчас я хочу вам показать, к чему в итоге вообще как бы могут прийти детки, которые включаются в этот творческий процесс, которые с помощью данного вот вида, да, творческой деятельности социализируются и вырастают в больших артистов. Как вы видите, вот на заднем плане, да, прошу вас сразу обратить внимание, стоят как таковые уже и победители, и участники, а им как бы дарят свое тепло, свое пение ребята, приглашенные из Всероссийского общества глухих города Кирова, которые тоже участвуют в различных мероприятиях и российского, и международного конкурса.
Очень красиво, конечно же, смотрится все это со сцены, но нужно понимать, каких трудов это стоит. И со стороны иногда кажется, что все, что происходит на сцене, это обычные люди, которые слышат прекрасно, да, потому что двигаются вроде бы как под ритмы, под песню и так далее, не сбиваются. Но это абсолютно глухие люди, либо слабослышащие, либо с имплантом, либо с аппаратом, которые действительно музыку не различают, которые могут реагировать только на определенные такты. Приоткрою небольшую завесу. Всегда перед сценой сидит мини-суфлер, который им помогает и подсказывает жестами, что делать и как делать. То есть это большой, огромный труд, который вырастает в такую красоту. Ну, в принципе, на этом, наверное, все. Такой мини рассказ, да, о том, каким образом и через что можно привести детей с нарушением слуха к социализации в общество, когда дети будут себя ощущать все-таки полноценными жителями нашей планеты. Если у вас будут какие-то вопросы, предложения по данному направлению работать еще и дальше, ждем вас. Пишите, мы постараемся подготовить что-то еще интересное. И смотрите, наблюдайте за анонсами на нашем сайте Института развития образования, где мы выставляем достаточно интересные приглашения от наших обществ, Всероссийского общества инвалидов и глухих, и слепых, и просто общества инвалидов, когда у них проходят различные интересные мероприятия, и мы можем там поприсутствовать и донести это и до вас. Ну а на этом все. С наступающим Новым годом, уважаемые коллеги! Будьте здоровы обязательно, и пусть все ваши начинания, все ваши творческие успехи обязательно воплотятся, пусть ваши мечты обязательно сбудутся. И желаю вам обязательно благодарных родителей и замечательных учеников.